каковы сейчас у нас тариф, взнос, размер взносов на капитальный ремонт и как они изменятся? Добрый день. Значит, тарифы и взносы на капремонт многоквартирных жилых домов у нас сейчас, во-первых, ниже рыночно обоснованных. Да? Значит, напоминаю, что они в прошлом году были трехкратно повышены. Обусловлено было, я издалека захожу, да, тем, что в республике 790 многоквартирных жилых домов, которые требуют проведения капитального ремонта, с учетом того, что был систематически занижен и необоснованно тариф, программа ремонта выполнена всего на 6%. Даже после трехкратного увеличения тарифной составляющей, тариф составляет на текущий момент в среднем по республике 7 рублей 38 копеек за квадратный метр в месяц, в зависимости от муниципалитета плюс-минус, да. Значит, на следующий год с учетом увеличения он будет составлять 7,74 там, плюс-минус туда за квадратный метр в месяц. Вот. Что в итоге позволит, во-первых, покрыть инфляционные составляющие, которые на рынке, хотим мы или не хотим, присутствуют. Во-вторых, позволит суммарно по прогнозам аккумулировать дополнительно порядка 47,5 миллионов рублей за счет взносов на капитальный ремонт, что в свою очередь позволит произвести ремонт порядка 20 дополнительных многоквартирных домов. И если в этом году отремонтировано по программе капитального ремонта порядка 270 домов, то мы сможем сохранить объем капитального ремонта и где-то его прирастить. А увеличив объем капитального ремонта, мы планомерно сможем все-таки уйти от аварийности. Потому что, напоминаю, у нас в республике более 1500 жилых домов многоквартирных признаны аварийными, в которых проживает больше 7500 человек. Поэтому, если мы, допустим, эксплуатируем машины, мы их ремонтируем и не спрашиваем. То же самое с домом. Если мы не отремонтируем дом, то в итоге нам придется рано или поздно становиться в очередь, которая до бесконечности на переселение. Вот и вся история. Но при этом у нас тариф сейчас, который становится в районе 7,5 рублей за квадратный метр в среднем, там 7,70 копеек, экономически обоснованный по расчетам до 28 рублей за квадратный метр. То есть мы далеко не выбираем то, что можно по закону забрать. Я бы хотела сказать, что когда Министерство строительства и ЖКХ вышло с этим проектом нормативно-правового акта, и тоже были вопросы и со стороны Министерства экономического развития, насколько мы хотим смотреть в сторону повышения. Но это сегодня, величину 5%, даже повышением назвать нельзя. 5% – это коррекция на величину инфляции. Она необходима для того, чтобы Минстрой сегодня те плановые объемы капремонта все-таки мог выполнить. Если повышение бы не произошло, значит, на величину выпадающих 50 миллионов рублей объемы капремонта были бы просто сокращены. Я слышу некоторые, упреки, со стороны жителей республики о том, что в текущем году объемы капремонта оставляли желать лучшего, они не были такими значимыми, но что нас сегодня обнадеживает, что в высокой степени готовности находится очень большой объем проектно-сметной документации. И здесь, коллеги, нам всем очень важно действительно, чтобы эта проектно-сметная документация, подготовленная в 2020 году, была реализована в виде реальных проектов капремонта, и этот труд просто не пропал даром, тот, который был осуществлен за последние 12 месяцев. В каждом счете, в каждой квитанции увеличение в среднем по республике составит порядка 40 копеек на общем фоне от всего платежа. То есть это будет 0,01–0,02% от общего квитка за квартплату. При этом, чтобы, допустим, спокойнее на некоторые вещи реагировали, я лично пару домов после капремонта в городе Сыктывкаре посетил. После этого был определенный разбор полетов, и с фондом капитального ремонта, и с управляющими компаниями мы сейчас готовим распоряжение, которое обяжет управляющие компании принимать непосредственное участие в процессе технического надзора за работами, выполняемыми в рамках капитального ремонта жилых домов. Потому что управляющая компания должна знать и согласовывать то, что у них делается. Она не должна исключаться из процесса, как это было ранее.
Я сегодня утром была в местечке Погост села Иб Сыктывдинского района и встречалась там с жительницами, которые до этого в декабре у меня были на личном приеме. Эти жительницы этих личных приемов прошли огромное количество и на уровне муниципалитета, и Минстроя, и МинЖКХ и так далее. Вот смотрите, есть такая ситуация, когда дом новый, он сдан был в эксплуатацию 5 лет тому назад, но 2 года тому назад был сильный пожар на первом этаже, а мы видим в новостях, какое количество домов, к сожалению, в отопительный сезон, там, в связи с шалостями детей и так далее, просто вот таким образом страдает. И да, там отремонтированы 2 квартиры, которые непосредственно выгорели. Но остальные жильцы страдают от того, что именно капитальный ремонт несущей конструкции с заменой обгоревших свай, да, которые все-таки там остались, заменой остатков изолята, он не был произведен. Это все делается в рамках капремонта. То есть здесь планируем мы, не планируем, тем не менее, вот такой массив задач, он тоже накапливается. И сегодня они все могут решаться только за счет тех взносов, хотим мы этого или не хотим, на капремонт, который собирает население. Это экономически обоснованный тариф, он определяется на уровне Российской Федерации, да, 28 рублей. У нас на сегодня мы говорим о 7 рублях 74-75 копейках. Исторически, это то, что я обсуждала со специалистами Минстрой ЖКХ, когда только вносился этот нормативно-правовой акт о повышении, республика шла очень осторожными шажками. Практически повышений никаких не было, и там 2,43. Вот примерно такая величина удерживалась довольно долго. Это тормозило процесс, это не давало реализовывать никакие значимые программы капремонта в республике. Отсюда мы наблюдаем результат. Серьезная попытка изменить ситуацию была предпринята руководством республики предшествующим составом на 2019 год. Вы знаете, что тогда была предпринята попытка повысить сразу на 200%. Она в 4-м квартале 2019 года в судебном порядке была оспорена, и тариф был изменен в сторону уменьшения. На 2020 год, опять-таки, в начале года, в конце прошлого года, на 2020 была принята вот такая величина повышения в 3 раза. И это была вынужденная мера для того, чтобы подтягивать тариф до той экономически обоснованной величины, которая хотя бы что-то позволит начать действительно значимо ремонтировать. И сегодняшний, еще раз повторю, 5% это, по сути, коррекция на величину инфляции. Это очень аккуратный, взвешенный, поверьте, и продуманный шаг.